Уважаемые участники, уважаемые зрители и слушатели нашего сегодняшнего мероприятия, мы объявляем открытой конференцию, которая называется «Татарский язык», это татарский мир. И сегодня с нами очень много интересных представителей по данной теме. И мы начинаем как раз данное мероприятие с такого достаточно эксцентричного, может быть, для кого-то, а может быть, и для кого-то органичного блока. Его у нас начинает Фарид Мунавирович Гараев. Он заведующий кафедрой иностранных языков Московского исламского института, преподаватель арабского языка, татарского, старотатарского языка, персидского языка. И, в общем, кандидат филологических наук Фарид Абый сегодня нам как раз-таки и расскажет о заимствовании татарского в русском языке. Так что, Фарид Абый, вам слово. Исәнмесез, милләттәшләр, рәхмәт чакыруыгыз өчен. Добрый день, уважаемые соотечественники. Спасибо большое за приглашение. На самом деле, тема татарских заимствований в русском языке – это очень сложная тема. Пока готовился к сегодняшнему мероприятию, пролистал огромное количество научной литературы, по сути, пролистал также весь фонд Российской государственной библиотеки относительно, какие есть исследования, какие есть кандидатские, докторские диссертации именно на тему татарские заимствования в русском языке. К сожалению, ни одной диссертации, ни одной, так скажем, серьезной публикации на эту тему не имеется. Чем это связано, мы с вами будем попытаться с вами вместе найти ответ. Прежде всего, хочу обрадовать вас тем, что, в принципе, есть публикации, есть серьезные труды относительно тюркизмов в русском языке, именно тюркизмы в системе заимствования русского языка, либо тюркизмы в русском языке. Поэтому, в принципе, когда мне организаторы обратились относительно темы татарских слов в русском языке, в принципе, первая мысль тоже, которая пришла, примерно то же самое было, как именно разграничить, где татарское слово, где любое другое тюркское слово, допустим, будь это азербайджанское, узбекское, турецкое и так далее. Но, тем не менее, попробуем, давайте вместе разобраться примерно пока теми материалами, которые существуют, именно это те, которые пока описывают нынешнее состояние, это как раз наличием тюркизмов в системе заимствования русского языка. Самый главный специалист по тюркизмам в русском языке – это Румия Айнудиновна Юналеева. Я поэтому свое сегодняшнее выступление вижу больше всего, прежде всего, как более ознакомительное по проблемам именно татарских слов, татарских заимствований в русском языке, поэтому буду преподносить вам некоторые фамилии, возможно, некоторые книги, если будет необходимость, то, что мне удалось найти, я готов с ними поделиться, поэтому я буквально некие ознакомления только сделаю, кто изучал, что говорил, как освещали и что можно найти. И это пусть будет таким буквально, можно сказать, началом, потому что тема огромная и невозможно за небольшое выступление охватить. Но, тем не менее, вот именно Румия Айнудиновна Юналеева, это, к сожалению, ее уже давно нет вместе с нами, но она закончила выпускницей Казанского государственного университета еще в 1954 году и с тех пор работала в Казанском государственном университете и возглавляла кафедры, работала, очень много у нее трудов именно на эту тему. Она автор словарей, это и татарско-русский словарь, и русско-татарский словарь, и подготовила много ученых, именно работающих как раз по двуязычию, либо по многоязычию. И выпустила книгу «Тюркизмы в русском языке» в Казани в 2000 году. Вот эту книжку, в принципе, можно найти в цифровом формате, и много интересного можно найти. Но сразу же оговорюсь и скажу, что труды, уважаемые наши ученые,
Румянидимна Юналеева, они пришли в основном на советский период. И в советский эпоху, как мы знаем, что многие моменты были закрыты именно национального характера, да, прежде всего это и тема и татарской государственной, тема Золотой Орды, и многие моменты, поэтому в основном освещались, преподносились немножко под своим соком. Поэтому тюркизмы, когда, если мы говорим, подразумевается все равно в основном татаризмы. Поэтому даже если читать ее труд тюркизма, это в основном и есть татарские слова. Поэтому в своем труде она как раз останавливается прежде всего на том, что вообще, что такое заимствование. Вообще слово заимствование прежде всего именно как определение слова заимствование, что это такое. Прежде всего можно сказать, что это некие особые слова, которые употребляются для того, чтобы именно показать именно насколько механически переносится именно некий язык, рецептор, новые смыслы, новые языковые оболочки. И тем самым здесь происходит, что именно с этимологической точки зрения заимствование, в принципе, это то же самое слово. Просто если рассматривать его в неком историческом развитии, то можно увидеть, что, в принципе, да, есть тут некие новые слова, либо в начальном этапе это можно сказать даже некие как чужое слово, но потом это слово становится уже как своим, именно определенный период. И, в принципе, никаких особых, можно сказать, каких-то особенностей могут и не заметить. Поэтому, в принципе, заимствованное слово или заимствование, которое применяется к иноязычным словам, имеет и определенные периоды вхождения, и по той или иной причине могут они и, в принципе, и утратить свои особенности. И, тем не менее, по отношению к освоенным словам, вообще как такое определение, можно сказать, буквально условно. Вообще в российской грамматике, либо российской науке, русской грамматике термины вообще, можно сказать, как направление изучения заимствованных слов, прежде всего под заимствованием они рассматривали западноевропейские заимствования, а такие как ориентализмы либо тюркизмы в основном старались не затрагивать. И тем не менее, прежде всего при изучении такой проблемы всегда старались указывать именно какой удельный вес именно генетически различных иноязычных слов того или иного пласта русской лексики, да, какая история функционирования и современный их статус, какая специфика различных слов с исконной лексикой и какие есть особенности. Но, тем не менее, именно те сведения, которые имеются, и те научные исследования, которые есть о тюркизмах, они не могут полностью удовлетворить, поскольку именно как язык-источник и хронология вхождения именно в русский язык в лучшем случае классифицирует по тематическим группам и отмечает именно признаки, больше всего фонетико-морфологические и семантические освоенности тюркских слов по происхождению и лексем. И прежде всего хочется сказать, что исследования, которые проводились и с Юналеевой, и другими исследователями, они прежде всего показывают, что русский язык, в принципе, все время пополнялся иноязычными словами и пополняется до сих пор, меняется только время, исторические условия, и меняется круг контактирующих языков, вместе с этим и меняются пласты воспринимаемой лексики. И русский язык, иноязычные слова, которые вошли, они имеют много разных тем. Однако, прежде всего, есть и определенные специализации. Прежде всего, характерно считать, что, например, старославянские
представления в русском языке, это преимущественно отвлеченные понятия, как, например, греко-латинские заимствования, они в основном легли в основу обозначенных многих абстрактных понятий, обогатили научно-философскую, именно политическую терминологию, а немецкие слова обогатили военную, профессиональную, техническую и административную лексику русского языка. А заимствования из английского и голландского языков пополнили больше морскую лексику. А также спортивную терминологию, а итальянские слова это больше всего проникли в сферу искусства. Что же касается именно тюркских слов, то прежде всего они представлены преимущественно названиями, относящимися к быту. Именно, то есть тюркизмы – это в подавляющем большинстве бытовизмы, то есть именно в этом и заключается их особенность с точки зрения семантических примет. И такова была точка зрения именно больше всего и советской науки, и той науки, которая потом предшествовала советской науке. Это уже вот российские исследователи именно больше всего именно показывают, что тюркизмы, они в основном как бытовизмы. Здесь есть своего рода особенности, поэтому на них еще мы буквально чуть попозже еще остановимся. Дальше следующая особенность. То есть первая особенность именно тюркизмов, это в основном указывает, что они указываются как бытовизмы, то есть это в основном бытовая лексика. Вторая особенность характеризуется тем, что именно больше западноевропейские заимствования, им было присуще узкая сфера функционирования, а именно тюркские слова не было таких узких рамок, и поэтому в основном они применялись в русскую языковую сферу в качестве однозначных слов и обозначали конкретные бытовые реалии широкого использования. В принципе, вот именно как бытовизм, условно называемый, так называемый, помогало реализоваться именно тюркизмом, именно как однозначным словам, которые уже имели конкретные значения. Дальше третья особенность, и это, возможно, самая главная особенность, которую хочется отметить тюркизмом, так же, как и татаризмом, так скажем, да, татарским словам, это что западноевропейские слова, если они именно проникли в основном через такие сферы, как газеты, научные стили речи, то именно тюркизмы, они прониклись как активный процесс, как основной активный процесс, и они проникли устным путем. И им характерен именно заимствование больше всего, как через общение, через активную коммуникацию. И иноязычные слова, которые входят письменным путем, и так иначе они подчиняются определенным грамматическим нормам именно воспринимаемого языка. И хотя имеют некоторые колебания, но все-таки они имеют определенные типизацию, унификацию, и поэтому по сравнению с устным воспроизведением они более четко уже выражены. А вот именно что касается устный путь проникновения тюркских слов, то это отражается уже в определенных нормах, которые они применяются. Поэтому именно этот путь, что в основном они проникли через устный, то это порождало проявление многообразных вариантов заимствований. Поэтому тюркизмам присущи вариантные формы. Прежде всего, например, в литературную речь вошли разные варианты слов. Например, когда имеется в русском языке как и чемодан, чемодан, либо чумадан, то же самое, например, тасма имеет формы как и тесьма, тесма, и тясьма. Поэтому такая многообразность, она указывается, характеризуется тем, что именно в основном они проникли через устную речь. Хотя многообразность, она тоже характерна для диалектных тюркизмов, поэтому, возможно, это тоже отражается о том, что это сохраняется и в настоящее время. Поэтому, например, такие слова, как елань, алань, либо ялань, имеют разновидности, либо то же самое бахча, бакча, бахша, либо бохча, бокча, так же как изюм, либо узюм, амбар,
онбар, анбар, амбар, да, и так далее, имеют разные вариантности, поэтому не всегда они иллюстрируют именно нормативность устной речи в действии. Поэтому эти особенности указывают, что тюркизмы, они проникли и, исходя из этого, имеет ненормированность и вариативность в русском языке. Следующая особенность именно тюркских слов, то же самое, о котором мы говорим, и характерны татарским словам, это именно в разносторонних лексико-семантических преобразованиях, которые происходили в русском литературном языке, это больше всего даже начиная с 1-3 XVIII века, это выступал процесс развития переносных значений. Получается, те характерные значения, которые были исконно русские, такие они переносились и заимствованным словам. Поэтому тюркизмы, которым свойственно было изменение в семантике, выходили за пределы первоначальной сферы функционирования и также начали приобретать и переносные значения. К таким переносным значениям можно прежде всего отметить, что, поддаваясь вот этой общей языковой тенденции, будучи по своей исходной семантической позиции бытовыми словами, приобретали переносные значения, проникали в пределы различных терминологических систем и сферу именно уже отвлеченных понятий, представления, например, серьги, украшения, не только украшения, да, а также и применялось как отростки у петуха и курицы под шеей, либо цветы, как, например, как колпак, как вид головного убора. Например, как кайма – это деталь одежды и узкая полоса чего-либо. Таким образом, происходило и некоторые преобразования в значениях. То же самое происходит и когда уже переходит процесс заимствования как из западноевропейских языков, была характерна им именно дуплетность наименования, то есть лексическая избытность. То есть наряду с теми словами, которые были в русском языке, западноевропейские слова предлагали еще свои слова параллельно. Это, например, как сегодняшний день мы, например, применяем слово, например, наряду со словом игра, либо гейм, либо игрок, геймер, разные такие слова. Больше тюркские слова, те самые как татарские слова, они в основном указывали на название новых, жизненно важных в повседневном быту реалий, такие как, например, сундук, амбар, тулуп, карман, либо и так далее, и заполняли уже свободные ячейки номинальной шкалы. То есть тюркские, татарские слова заполняли свободные ячейки, а европейские слова в основном они уже продублировали те слова, которые являлись дубликатами тех слов и понятий, которые уже, в принципе, существовали в русском языке. Поэтому, когда уже потом происходили процессы, например, вживания в русский язык, например, да, обрастая переносным значением, в плане тюркизма начали утрачивать именно некие монопольность лексемы, пополняли ряды лексик-семантической избыточности. И именно когда европейские слова, да, а именно тюркизмы, они в основном сохранялись в первозданном виде, потому что они заполняли, как мы говорили, свободные шкалы. У них не было дубликатов русских слов либо европейских слов. Поэтому, когда уже лексическая избытность началась примерно в XVIII веке в русском языке, прежде всего, вот, когда началось именно пуристическое настроение, ощущение русского языка от разных иноязычных слов, иностранных слов, прежде всего эти движения коснулись западноевропейских слов, а только потом уже пришли, так скажем, таким тюркоязычным словам, тюркизмом и татаризмом. Поэтому, в принципе, многие, несмотря на это, большая часть именно тюркского пласта, она сохранилась не в первозданном виде. Поэтому такие слова, как, например, как аршин, барыш, башмаки, допустим, деньги, кирпич, они сохранились в неизменном виде. Только по
устаревшие тенденции, некоторые слова, они были исключены из повседневного оборота, но тем не менее такие слова все равно имеют свое сохранение, свое значение. Я помимо этих трудов хотел буквально еще более свежие, несколько но более молодых ученых тоже обозначить и сказать для желающих, возможно, кто еще захочет углубиться в этой теме. Молодая ученая Каримуллина, она как раз исследовала особенности этимологические характеристики тюркских заимствований в толковых словарях русского языка и приводит очень интересные исследования на основе материалов именно этимологических словарей, либо толковых словарей, и приводит более, допустим, толковом словаре русского языка находят 503 тюркских заимствований. Не всегда они подтверждены о том, что с какого конкретного языка они исходят, но в большинстве случаев эти слова имеют, там, допустим, татарское происхождение, либо азербайджанское происхождение, то в основном в этимологических словарях это мы можем с вами увидеть. И, например, другие ученые, хочется тоже их обозначить, это у нас труды Рамзия Болгарова и Эльвира Исламова. Они исследовали тоже особенность функционирования тюркизмов в сравнениях русского языка, приводят очень интересные выводы и исследования. Если у вас будет потом пожелание, я с вами поделюсь, чтобы просто не занимать слишком много времени. Хочу отметить, что эти ученые, в принципе, тоже академические круги в основном тоже опираются на труды Юналеевой, и зачастую они указывают о том, что опять татарские слова, либо тюркизмы, они в основном указывают бытовую лексику. Хотя мы с вами прекрасно знаем, и вот как раз тому подтверждение книга Еникеева Гали Рашитовича, это ученый-исследователь, хотя в академических кругах, именно как филолог, возможно, как историк, не так отмечен, больше он как и человек, который изучает историю, прежде всего, своих историю, как у нас принято говорить, малой родины и все, что связано с этим. А вот просто его книги татарские, в своей книге «Что и зачем скрыли от нас из истории Отечества», он останавливается, выделяет главу «Татарские слова в русском языке». Вот единственное, более профессионально написанная именно научная работа, можем увидеть у этого ученого, именно где называются уже все слова своими именами, что татарские слова в русском языке. И вот как раз можем увидеть о том, что на самом деле татарские слова в русском языке – это не только определенный бытовизм, да, а именно что татарский язык сохранялся, особенно вот в период ордынской эпохи, привел здесь и слова, которые выражают и экономическую лексику, и законодательную лексику. Приводит пример того, что, например, слово до 17 века именно в России применялось слово «ярыг», и судей в России называли ярыгами, и слово «ярыг» старотатарского слова как «ярыгауче». Кстати, в современном турецком языке так и «ярыг» либо «ярдже» как судья до сих пор употребляется данное слово, о том, что из-за, допустим, определенных событий, которые пытались сокрыть, и до сих пор тоже данные тенденции, мне кажется, сохраняются, влияние Золотой Орды, либо вообще как бы именно влияние, либо роль татарского государства, либо татарского языка в формировании российской государственности и всех институтов государственности, такие как и в военном деле, в экономике, в законодательстве. Поэтому эти слова тоже применялись и сохраняются в русском языке до сих пор.
многие люди даже не подозревают о том, что эти слова татарского происхождения, так как некоторые ученые показывают, что эти тюркизмы и много слов были уже приняты в русский язык в эпоху уже османо-русских отношений, а не то, что татаро-русских взаимоотношений. Но, тем не менее, мне кажется, данная сфера требует своего сейчас еще достаточно серьезного изучения. Тем не менее, думаю, молодые ученые работают над этими исследованиями, но тем не менее, к сожалению, язык Пушкина, либо Пушкин сам, который применял достаточное количество и татарских слов, и об этом и писал, как и турецкие, и татарские слова, те взаимоотношения, которые сохранялись, были между татарами, русскими, либо между Турцией и Россией, Османской Турцией, либо уже более поздней сферы, отражаются те взаимоотношения, они все прежде всего отражаются на языке. Да, были времена, когда уже, например, татарский язык больше входил, оказывал влияние на русский язык и применялись эти слова, но те процессы, которые происходят в наши дни, либо до этого, которые были моменты, не хотелось бы, чтобы, допустим, татарские либо тюркские слова, например, слово басмач, да, допустим, басмач во многих этимологических словарях показывается, что вошел в русский язык именно с узбекского языка. И чтобы не было только отражением тюркских слов, только такие слова, как басмач, либо еще какие-то другие названия. Тем не менее, хочется, чтобы те этимологические слова, которые были изучены, и если это слово, да, трудно указать, допустим, где, от какого языка конкретно произошло именно вхождение. В принципе, в некоторых случаях это, возможно, и тяжело, но те, в основном, ну, прежде всего, это торговые отношения, которые были у русского государства либо российского государства с Казанским ханством, с булгарами, потом уже и с Османским государством, и потом уже и в советский период, и нынешнее время, которое происходит, мы видим, в принципе, процесс взаимовлияния языков – это двусторонний процесс, и невозможно его буквально как-то взять и отменить, либо невозможно как-то влиять на те процессы. Буквально хотел еще, завершая небольшой такой экскурс на тему татарских заимствований в русском языке. На страницах сайта «Русский мир», это информационный портал фонда «Русский мир», есть публикации, датируемые 29 октября 2013 года «Много ли тюркизмов в русском языке?». Здесь описываются и этапы, которые были в основном, прежде всего, это первый этап до Золотоордынской эпохи, потом Ордынская эпоха и постордынская эпоха. Вот три этапа вхождения тюркских слов, также мы говорим татарских слов в русский язык. Но мне хотелось привести небольшой такой кусок, который здесь есть в этой публикации. А здесь приводится как раз то, что как именно Афанасий Никитин, который написал свои «Хождения за три моря», свою поездку в индийскую государство в 1466-1474 годах. И, как указывает именно авторы этой публикации, показывает, что это некий апофеоз проникновения тюркизма в русскую словесность. На самом деле, прочитав небольшой такой отрывок, да, возможно, на слух это, возможно, тяжело будет, но потом, если захотите, я с вами тоже поделюсь, но прочитаю небольшой кусок, отрывок из этой публикации. И здесь он пишет: «А иду я на Русь, мистер Иман уруч туттум, месяц март прошел, и я заговел за бисерменом неделю, да, говел эсми месяц,
Мися эсми не ел, и ничего скромного, никакие ясвы бессельменскими я ел эсми по дважды на день хлеб да воду, а вратыля ятмадым. То есть переводится это так, как «И иду я на Русь, с думой погибла вера моя, постился я бессельменским постом». Именно вот оруч туттым, здесь именно тот вариант оруч туттым, который сейчас именно от древнеосманского, современном турецком языке даже, который применяется. И дальше месяц март прошел, начал я пост с бессерменным и воскресенье, постился месяц, ни мяса не ел, ничего скромного, никакой еды бессерменский не принимал, а ел хлеб да воду 2 раза на дню. Женщины не ложился я. Вот именно как тоже описывает его, как именно авратыля ятмадым. Вот именно такой был язык, и настолько проник именно татарский, тюркский, можно сказать, тогдашний язык, русский язык, что в описании именно своей поездки именно применялись именно такие слова, такая лексика. Но, как мы видим, в современной России сейчас положение именно родных языков, других родных языков с каждым годом требует все больше и больше внимания, так же, как и русский язык ощущает влияние заимствования со стороны многих других языков, в том числе, прежде всего, и английского языка, когда наряду с русским языком сейчас именно английские либо другие иностранные слова вытесняют русские слова, особенно в сфере информационных технологий, торговли и так далее. Мы тратим свою самобытность. Это же самое касается и татарского языка. Хотелось, чтобы наши слова, они остались не только в словарях, но и изучалось молодежью, и изучалось и учеными. И самый главный вывод от нынешнего моего выступления я хотел, чтобы, еще раз акцентировав буквально 2-3 момента, еще раз напомнить о том, что первое – это о том, что тюркские, татарские слова, прежде всего, они вошли в русский язык именно устным путем, то есть через активный процесс коммуникации, что татары и русские активно контактировали друг с другом, и это был необратимый процесс. Это не тот процесс давления, что вы должны обязательно применять и использовать. Никакой идеологии не было. Была единственная потребность, и по этой потребности изучался татарский язык, применялся татарский язык, и татарский язык был языком межнационального общения. И русский язык, и как язык, как торговли, русские применяли, использовали и татары как в качестве и толмачей, переводчиков, и поэтому привозились очень много разных видов продукции, и как торговли, и другой. И поэтому их называли, и прежде всего, и через татарские слова они проникли, и другие арабские, и персидские слова на русский язык. Это самый первый момент. Второй момент о том, что татарские слова – это не только бытовые слова. Татарские слова, которые применяются в нынешнем русском языке, это и слова относительно и военной терминологии, то же самое, как слово, как ура, караул, исаул и так далее. Также и как и экономики, так же как и тенге, денге, да, и также как слово, например, таможня, как и торговля, а то слово тамга, которое выдавалось при пересечении границы для разрешения торговли. Третий момент о том, что многие татарские слова, они именно настолько влились в русский язык, о том, что мы уже не можем, либо сами татары даже не могут определить, что это татарское слово, а наоборот, возможно, думают, что это русское слово, они используют в татарском языке. И четвертый момент о том, что данные темы требуют дальнейшего исследования, и хочется, чтобы молодежь исследовал эту тему и описали, и больше молодых людей и использовали, и знали
историю и взаимоотношений, и обогащение русского языка. И те же самые через эти публикации, через эти исследования, чтобы и русские исследователи видели, что татары обогатили русский язык и оказали огромное влияние как для становления государственной, так и для становления русского языка, буквально спасая, как мы и говорили, да, в определенных исторических этапах, заполняя те пробелы, которые отсутствовали в русском языке, пробелы слов именно татарскими словами. Поэтому огромное спасибо за приглашение и внимание. Надеемся, что данная тема заинтересовала людей, и данная тема заинтересует еще многих людей. Возможно, найдутся потом желающие исследовать данную отрасль именно татарских слов в русском языке. И здесь, естественно, нужно быть осторожным, не голословно называть, что да, каждое слово там, допустим, да, это татарский, это татарское. Нужно с научным подходом изучить, выявить этимологию и дальше уже применять эти знания для повышения национального самосознания нашего народа. Спасибо. Фарид Абей, благодарим вас. Это, конечно, не доклад, а прорыв, потому что тема лично меня всегда волновала, как только мы с вами познакомились и начали вообще, в принципе, да, свой взор на это направлять. И еще до этого тоже Аслан Хазрат Садриев, мы тоже об этом с ним говорили. И сейчас к нам присоединился к конференции Фархад Фаткулин, он основатель татарскоязычной и тюркоязычной юзер-группы Викимедиа, администратор татарской Википедии и член комиссии при президенте России Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. Я сохранила его вопрос, сообщение в ваш адрес, и как раз хотела бы его зачитать. Дело в том, что это очень важно. Он пишет: верно ли полагать, что слова бирки приходят в язык вместе с передовыми социоэкономическими реалиями и уходят языка при снижении веса таковых феноменов в целевом социуме? Вот такой вопрос. Да, ну вообще как бы процесс, так скажем, когда новые слова появляются в языке, это прежде всего это вот как некий, как больше всего обусловлен социально-экономическими реалиями. И, в принципе, когда более, так скажем, как на примере истории мы с вами видим, да, более сильное экономическое плане и в плане государственном и социальном, во всех сферах более сильное государство, либо более сильный язык, который дальше культивирует этот язык, допустим, применять этот язык, естественно, имеет, диктует свои условия. В принципе, не обязательно даже как под диктовку может все это идти. Поэтому как только была эпоха Золотой Орды, мы видим, что Золотая Орда принесла как и систему государственности, принесла и систему экономики, денежных отношениях, многих всех других. А потом, когда уже пришел упадок, пришел упадок этого государства, то получается, что, естественно, все невозможно сразу же стереть, и слова не уходят с обихода, они сохранялись на протяжении 3, 4, 5. В нашем случае мы говорим, что по сей день мы применяем эти слова, а когда уже происходит определенное, сейчас уже рассвет, можно сказать, либо развитие больше всего связано именно с английским языком, через английский язык, поэтому те английские слова сейчас уже вытесняют те, которые были слова уже заимствованы в эпоху Золотой Орды, либо после Золотой Орды, которые в эпоху Османской империи, потому что те же самые определенные турецкие слова, которые были заимствованы в русский язык, это тоже характеризовалось именно османским величием, да, именно потому что когда османское государство играло первые роли именно в Европе и в Азии, то
естественно, определенное влияние оказывало. То же самое мы можно увидеть и с русским языком, когда в эпоху расцвета СССР те или иные социалистические государства, социалистические блоки, либо в составе России, народы, которые заселили, то они ощущали тоже влияние русского языка как языка государственного Российской Федерации либо Советского Союза. Поэтому как только именно снижается, то, естественно, при снижении веса таких феноменов это происходит и уходят эти слова бирки. Но в некоторых случаях мы говорим, что иногда происходят и слова однодневки, но зачастую бывает, что слова все равно есть официальные слова, да, официальная лексика, есть повседневная лексика, народу не будешь диктовать, поэтому никак невозможно. То же самое происходило со словом, например, джумхурият, либо республика. Татары долго никак не могли в Татарстане решить, какое же слово применять, джумхурият или республика. Да, ученые тоже выдавали свои предпочтения, говорили, что все-таки нам больше слово республика больше подходит, а не джумхурият. Хотя слово джумхурият больше всего применялось и уже во многие другие этапы татарского государства и татарском языке. Но тем не менее, вот такие процессы они происходят только по желанию каких-то авторов, либо каких-то ученых, возможно, тяжело. Но те, которые имеют рупор, допустим, средств массовой информации, либо имеют свою роль в те же самые, допустим, в управленческом аппарате, они могут так или иначе влиять на формирование, так скажем, языковой активности либо языкового поведения населения. Потому что мы знаем, насколько средства массовой информации могут оказать влияние массам, народным массам. Да, Фарид Абы, мы прекрасно уже все смогли увидеть постковидный вот этот вот период, и как это все влияет на ментальность. Сейчас уже говорят, идет не информационная война, а ментальная война, то есть война за душу человека. И если брать Российскую Федерацию, его как бы, собственно, оно как национальное государство, в основе, в корне ее идет национальная идентичность. И, на мой взгляд, та тема, которую мы сегодня, в принципе, заявили и начали нашу конференцию, встречу, она важна с точки зрения скрепы для сохранения суверенитета как бы против вот этих вызовов, которые транснациональные глобальные компании насаждают. И, конечно же, возврат к корням и то, что вы сказали, что татарские слова приходили органично, да, заполняя свободные ячейки, они вторгались, насаждали. На этом есть смысл делать дальнейшую такую ветку доминанты, развивать эту мысль. И вообще, в принципе, такое осознание, по идее, должно быть и у нашего научного сообщества, и у русского, потому что они сейчас тоже обращаются к этимологии русских, славянских слов. И было бы здорово какой-то создать альянс, который бы базировался изначально на научном, да, вот на научной базе, в кругах научного сообщества, на лидерах уже таких. И далее это уже могла подхватить молодежь через какие-то популистические форматы. И, конечно же, ну, как бы здесь то, что вы озвучили фамилию, ну, в принципе, она пионером стала, да, Юналеева, и сейчас есть еще, как вы сказали, вот ее последователи, буквально, которые подхватили тему этимологии, то было бы здорово, может быть, Всемирному конгрессу татар, может быть, вашим тоже в ВУЗе, в принципе, поднять как таковую тему, что это мы не замыкаемся на себе, как на татарском, да, таком вон компоненте, а в принципе мы говорим в целом о нашем гражданском сообществе и, в принципе, о Российской Федерации, и где татары являются уже переплетена история, и мы не хотим поднимать там, кто прав, кто виноват, вот эти все, да, археологические моменты, а именно говорить, усиливать лучшую позицию, что именно благодаря
через бытовой характер общения, коммуникации было вот это проникновение татарских слов в русский, и вот именно, что вот жили, живем, и дай бог будем дальше жить содружно. То есть это вот мое мнение как модератора сегодняшней конференции. Надеюсь, оно как бы найдет... Еще один пункт только хотел еще добавить, просто на этом не акцентировал свое внимание, но это вот тоже требует будущих исследований. Я тоже во время встреч с научными кругами, либо с религиозными деятелями тоже иногда акцентирую свое внимание, потому что татарский язык довольно долгие годы, можно сказать, до начала 20 века применялся, может быть, даже где-то до 30-х годов, может быть, даже до конца, можно сказать, до 90-х годов применялся, 90-х годов, получается, 20 века, применялся как язык ислама на территории всего Советского Союза, либо на территории уже нынешней Российской Федерации. А уже с 90-х годов постепенно, к сожалению, утрачивают эти позиции, и языком ислама становится уже русский язык. И это не только потому, что много русскоязычных, либо русских принимает ислам, а прежде всего, что многие наши соотечественники утратили возможность общения на татарском языке, и поэтому уже приходят к духовности, применяя русский язык. И для того, чтобы и российское духовенство тоже вынуждены, чтобы донести основы ислама, либо знания по исламу, вынуждены уже как бы приобщаться к русскому языку, преподнести, хотя мы знаем, что отношение, например, наших дедов еще какое было к русскому языку, о том, что необходимо на татарском языке в мечети, ты должен говорить на татарском языке, если ты мусульманин, ты должен говорить на татарском языке и так далее. Это просто, хочу просто обозначить только проблему в том, что, в принципе, сейчас заново необходимо изучить нынешнее положение русского языка, потому что огромный пласт именно арабских слов, и не только арабских, и татарских слов, которые применяются в именно исламской религии, как религиозной. Это может быть и более углубленные определенные религиозные науки, это могут быть более общие такие термины вероубеждения и так далее. Они проникают в русский язык, поэтому есть определенная потребность, во-первых, даже вот при выпуске определенной научной литературы мы сталкиваемся с тем, что как, допустим, на русский язык дать транслитерацию тех или иных слов, поэтому как всего выражать на русском языке, либо со стороны русскоязычных, либо русской прессы обращаются, что как правильно всего преподнести, то в этом случае, так же, как вот именно был русский относительно татарского языка, хотел сказать, что даже вот один момент упустил, что татарский язык применялся в толковых словарях русского языка, в толковых словарях русского языка именно татарские слова применялись как основа, именно помогали именно определять толкование тех или иных слов, которые есть в русском языке. То же самое именно в русском языке сейчас будет приходить много слов, эти самые исламские, которые мы сказали, именно связаны с исламской религией, они тоже будут отражаться в этимологии и других, а как его правильно преподнести, как его правильно написать, либо как обозначить, и чтобы это было правильное понимание, необходимо этим именно уже сейчас заниматься. Это тоже задача и лингвистов, и теологов, и определенная работа должна в этом именно планово вестись академическими кругами, как Академия наук Российской Федерации, возможно, так же, как Академия наук Татарстана, потому что в Татарстане тоже проживает огромное количество и мусульман, и русскоязычных мусульман, поэтому эта работа должна быть нацелена для того, чтобы не было неправильных пониманий тех или иных понятий и дальше неправильных выводов. Спасибо. Извините, что очень много времени заняли. Фарид Абай, тема важная, да, и она такая, ну, как бы мы, получается, по сути,
не то что первопроходцы, но это огромный серьезный пласт. И мы очень рады, что вы подошли к этому, как обычно, научно, с определенными такими подходом структурно, да, какие блоки. И надеюсь, эта тема дальше реально будет и находить адептов и развиваться и в и через научную мысль, в принципе, в целом. Поэтому благодарим. С нами сейчас был Фарид Мунавирович Гараев. Он кандидат филологических наук, а также является заведующей кафедрой иностранных языков Московского исламского института, преподает арабский, персидский, старо-татарский, татарские языки. Мы благодарим Бекзур Ахмат за такой интересный доклад, и получился даже небольшой такой вот дискурс через чат. Фархат вот Эфенди к нам присоединился, и я думаю, что и другие тоже. Спрашивали, да, всем спасибо. Я, к сожалению, извиняюсь, я буду вас слушать, буду вас с вами, но именно буду следить за вами. Вынужден только отключиться видео. Я с вами остаюсь. Успешного вам проведения мероприятия. Благодарим. Ну что ж, а сейчас мы как раз к нашей основной тоже повестке «Татарский мир», татарский язык переходим к следующему докладчику. Прекрасная наша Аделя Тухбатова, она у нас руководитель представительства телерадиокомпании «Новый век» в Республике Казахстан, председатель клуба журналистов Ассамблеи народов Казахстана города Нур-Султан. Ну, в общем, с нами на связи сначала была Москва, сейчас Казахстан. Аделя Ханум, вам слово. Вы нам сегодня, как я понимаю, расскажете про онлайн-приложение для изучения татарского языка. Исәнмесез, сіз, Аделя? Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Мин ишетеләме? Да, все отлично, все слышно вас, альхамдулилlah. Да. Казахстаннан кайнар салям. Очень рада быть с вами снова на связи. Да, сегодня хотела бы про приложение рассказать, но сначала небольшую предысторию. Сегодня с корабля к вам на бал проводила мероприятие большое в Доме дружбы, посвященное дню рождения Габдуллы Тукая, 136-летию, где мы подводили итоги нашего республиканского онлайн-конкурса чтецов. Со всего Казахстана поступило 37 конкурсных видео, и 2 видео с Татарстана даже нам прислали. Мы им не стали отказывать, все-таки как бы это же участники тоже, и как бы статус международного конкурса нас принял. И радует, что большинство работ было на татарском языке, то есть порядка 70%, и не было возрастных ограничений. Самому младшему участнику было 4 года, самой старшей Абике было 88 лет из города Актубе. Машаллах. Да, и вот сегодня раздали кубки, грамоты, еще раз рассказали про биографию Габдуллы Тукая. Люди сидели со слезами на глазах, потому что многие пришли впервые к нам на мероприятие, кто-то не знал о том, что у нас есть такой поэт даже. И вот действительно, когда они услышали некоторые моменты из его жизни, которую он прожил в течение 27 лет, они действительно, вот, глаза были на мокром месте у многих. И сейчас вот уже конкретно хотела бы перейти к нашему приложению. Буквально 2 года назад ко мне обратился мой друг Алмаз Тапиев. Он со своим братом-программистом создали приложение на казахском языке для детей, потому что в Казахстане таких приложений не было на Play Market, именно детского приложения в игровом формате, в легкой форме. Затем у них вышли приложения на узбекском, русском, кыргызском, ингушском и башкирском языках. И вот потом дело дошло до нас, татар. Они попросили сделать перевод слов и озвучку приложения. Сейчас я перейду к демонстрации экрана. У нас в прошлом году прошла первая презентация этого приложения в полномочном представительстве Республики Татарстан. У Дениса Ремзилевича мы были на приеме. Угу. Так, сейчас увеличим. Всем видно, да? Все хорошо, все видно, да. Это, как мы смеем полагать, на тот момент, вот в 2020 году, когда мы только его запускали, это было первое приложение на татарском языке. Я сейчас уже заглянула в Play Market, есть еще «Учим татарский Сакбуре», но немножко он, конечно, отличается от нашего приложения тем, что в том приложении есть слова на русском языке, наше же приложение чисто на татарском языке.
И у некоторых людей возникали вопросы, каким образом 3-годовалый ребенок будет изучать татарский язык, не понимая то, что там говорится. Но проведя фокус-группы и даже на своих детях, 2,5 года мой сын включил приложение и начал автоматически за моим голосом повторять и смотреть картинки и играть в эти игры, которые есть в этом приложении. Само приложение, получается, у нас состоит из 14 тематических классификаторов слов. Это вот базовые слова, которые необходимо для изучения языка с нуля, именно для детей. Части тела, животные, птицы, морские обитатели, фрукты, овощи, природа, планеты, дом, игрушки, разное, там есть тоже транспорт, цифры, цвета и фигуры. Данные, получается, понятия, они развивают речь и кругозор ребенка именно с базового нулевого знания языка. И красочные рисунки, они помогают ему визуализировать и запоминать повторяемые слова. Тут вот и как раз-таки был ответ на вопрос взрослых, каким образом ребенок будет понимать, что за слово он говорит. Сейчас дальше покажу. Кроме того, у нас помимо классификатора слов, переключаются, да, слайды? Все нормально? Помимо классификатора слов у нас есть еще 4 игры. Так, вот это понятие «сузляр», где слова, игра «собери картинку», пазл, игра «цвета», «найди пару» и игра «соедини звездочки». То есть в игровой легкой форме, опять же, 2,5 года ребенок, он очень легко заходил на эти игры и повторял слова за голосом ведущего. Озвучку я делала сама. Это данное приложение IQ Tat Bars разрабатывалось на платформах Android и iOS и с использованием определенного среды разработки и применением 2D и 3D анимационной графики объектов. Вся графика была сделана с нуля художником, и студийные аудиозаписи обрабатывались в программе Cubase. Так, данное приложение можно скачать в App Store и на Play Market. Главное правильно забить IQ Tat Bars, потому что когда забиваете IQ, там появляются вот эти приложения, которые вышли и на казахском, на кыргызском, но там можно по флагу определить. Вот, допустим, тут флаг Татарстана указан, поэтому понятно, что это приложение на татарском языке. Это была... можете слайды переключи, потому что мы видим только начальный слайд. Вот почему-то, смотрите, в прошлый раз тоже так же и было. Сейчас я попробую тогда по одному слайду вам открывать. В прошлый раз почему-то... Так вам... так видно. Да. Тогда я не буду увеличивать на экран, оставлю вот так, чтобы было видно. Вот здесь вот то, что классификаторы 14, это именно по понятиям. Затем... вот эти игры показаны, цвета, собери пару, соедини звездочки, пазлы. И вот то, что каким образом можно приложение скачать с Play Market и App Store. Там сейчас находится еще первая базовая версия, и вот мы 2021-2022 год работаем над обновлениями. По флагу вот можно определить, что именно это наше приложение на татарском языке. Таким вот образом оно загружается, как только вошли. И все озвучивается. Я сейчас видео попробую воспроизвести, запись экрана сделала. На ближайший вот год у нас есть в планах обновить приложение, добавить в меню приложения татарский алфавит. Это уже для более старших детей, старшего возраста, которые уже умеют читать. Добавить новые классификаторы слов, также для расширения словарного запаса, добавить орфографию, потому что у нас пока в приложении идет только изображение и озвучка слова, а сейчас мы хотели бы еще само понятие внизу добавить, чтобы оно высвечивалось. Так, переключила. Также несколько игр добавить, сейчас мы их разработкой занимаемся. И добавить 3D-игру, побуждающую ребенка к физической активности. Это в виде формата квеста как бы сделать, вот как игры, когда нужно определенные уровни проходить. Получается, самим разработчиком программы является Алмаз Топеев, который вот разработал и 6 других приложений, а перевод на татарский язык, озвучку я делала сама.
студии. Сейчас попробую включить вам запись нашего самой игры. Так, видно, да? Да, видно. Сейчас оно вот сильно не увеличивается, к сожалению. Таким вот образом идет вход в программу. Ну, вот такое у нас приложение получилось. А музыку мы в дальнейшем планируем фоновую заменить, потому что пока поставили на казахском языке в упрощенном варианте и хотим уже добавить мелодию на татарском языке. Если будут какие-то вопросы по приложению, готова ответить на них. Так, Аделия Ханум, конечно, очень интересное приложение. А вы какой-то маркетинг-замер делали по сравнению с другими аналогичными предложениями, да, которые вот можно сейчас созерцать, видеть, скачивать там, потому что кто-то говорит, что реально не хватает там именно, чтобы были буквы татарские, кто-то еще. Вот вы это все учитывали и учитывалось ли тоже, так как это детская аудитория, там же свои законы, да, своя методология, психология, восприятие детского глаза и его психологии. Вот кто еще работал над этим приложением? Потому что как бы сейчас небольшая такая реклама у нас происходит. Расскажите, поделитесь. Ну, я сама же по профессии тоже педагог, преподаватель татаро-башкирской воскресной школе, и вот непосредственными участниками фокус-группы при проведении исследований, ну вот по отдельным частям этого приложения были как раз-таки ученики нашей школы и ученики татарских школ со всех регионов Казахстана. То есть мы им предварительные слайды отправляли с видео, каким образом работает приложение, каждый вносил свои предложения. И хочу сказать, что вот на 2020 год, когда я в Play Market пыталась найти подобные приложения, там было приложение Алиф-Б, но оно более сложное для детей в возрасте, допустим, 3, 4, 5 лет. И вот это приложение «Учим татарский Сакбуре», оно, как я поняла, совсем недавно появилось, но там очень много понятий на русском языке, тоже в игровом формате сделано, и для совсем маленьких оно пока было бы еще тоже рановато для использования, то есть там 7-8 лет, возможно. В части нашего именно приложения плюс в том, что оно подходит для детей, которые только начинают разговаривать и на слух воспринимают вот эти новые слова, новые понятия.
и визуализируют их благодаря изображениям. А насчет маркетинговых замеров скажу то, что пока объем скачивания у нас небольшой, так как мы только на целевую аудиторию Казахстана пока это приложение распространяли, большой рекламы не делали, так как ждем обновлений. Аделя Ханум, я правильно понимаю, то есть будет еще дорабатываться, развиваться, да, это приложение, а есть какая-то финальная точка или, как обычно, к совершенству это путь бесконечный? Конечно, такие приложения, они обновляются на постоянной основе. То есть их даже можно 2-3 раза в год обновлять, добавлять какие-то новые игры, какие-то новые классификаторы. Единственное, это стоит, конечно, очень больших денег, и как бы это осуществлялось именно благодаря спонсорской помощи. И на днях, не на днях, в прошлом году то, что мы проводили презентацию в полномочном представительстве Татарстана, сейчас мы готовим проект именно для уже демонстрации его в Министерстве образования Республики Татарстан. Ну, то есть при поддержке, чтобы как бы Татарстана тоже у нас была. Отлично, это супер. Поздравляем вас, да. И сейчас вот Фархат Эфенди тоже нам пишет, прочитаем. Сейчас международные коллеги стараются создать условия для того, чтобы интерфейсы и контент всех приложений интернета стали переводимыми. Определили ли вы вероятных международных лидеров, куда можно интегрировать татарский? Вот такой вопрос вам от Фархат Эфенди. Честно, даже пока над этим вопросом не задумывались. У нас только как бы на самом начале, на самом старте находится работа нашего приложения, если честно. Я думаю, что как раз благодаря нашей сегодняшней встрече Фархат Эфенди, он как эксперт Питер-Татары наших медиафорума и в целом очень много делает для нашего портала. Думаю, что вы сможете автономно списаться, созвониться и какие-то рекомендации от него услышать. Ну да, конечно, поэтому как бы и цель моего участия в этом мероприятии не просто презентовать наше приложение, хотелось бы вот именно опыт других своих коллег послушать, может, предложения какие-то будут по доработке. Отлично, да, потому что здесь всегда нужно смотреть по поводу, ну, как бы не замыкания, да, только Казахстан, только Россия, безусловно, международное сообщество, и тем более, опять же, Всемирный конгресс татар, всемирный, здесь нам в помощь. Ну что ж, мы благодарим Аделю Тухбатову за такое интересное, получается, путешествие и в детство, потому что когда еще и педагоги, и медийные личности участвуют в таких проектах, и все начинается, как говорится, с воспитания, с детей. Это огромный вклад вы сделали уже в нашу, собственно, да, вот эту вот, будем говорить, ситуацию по татарскому языку. И дай бог, Алла Берса, чтобы дальше у вас были союзники, спонсоры, и все это только развивалось. Аминь. Итак, да, с нами была Аделя Тухбатова, руководитель представительства телерадиокомпании «Новый век» в Республике Казахстан, председатель клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана в городе Нур-Султан. В общем, Казахстан с нами, и мы сейчас переходим к выступлению уже главного редактора Питер Татар, он также создатель этого портала, нас всех объединяет, в том числе сегодня, всех собрал, всю программу сверстал. Итак, Равиль Закиров, вам слово. Пожалуйста, вы подготовили доклад, который называется «Татарские электронные библиотеки», и вроде бы, как я поняла, еще планировали сделать небольшой такой дополнительный экскурс в приложение, да, по изучению татарского языка. Вам слово, уважаемый Равиль Эфенди. Да, приветствую, дорогие коллеги. Мне очень понравилась тема, которую вот подняла Аделя Ханум про татарские приложения, и поскольку я по основной специальности айтишник, мне было интересно тоже об этом рассказать. Решил немножко эту тему поисследовать, и вот что хочу с вами поделиться тем, что я нашел в интернете вот по этой теме. Мобильное приложение для изучения татарского языка. Вот. Аделя Ханум уже сказала правильно, есть много приложений по изучению языка, и, к сожалению, часть из них уже сейчас не работает, не актуальны. Я вот просто специально потратил там день на поиски таких приложений и нашел несколько, из которых половину пришлось отсеять, потому что они просто уже не актуальны, их просто нет уже магазина приложений. Вы правильно заметили, есть приложение Alibaba, такое, наверное, одно из крупных
полных и, в общем, довольно значительный ресурс. Также есть официальный региональный ресурс, образовательный ресурс Tatar School, в котором есть приложение специально для учебных программ, которые реализуются на территории республики. Также есть и татарский словарь для iOS, он до сих пор функционирует, он один из крупнейших и полных словарей татарского языка, и приложение Алга для изучения татарского языка. Давайте я вам просто подробно вот только по этой подборке расскажу, да, то, что я вот нашел. Образовательный ресурс Tatar School, он предоставляет мультимедийное приложение к учебнику татарского языка, разработанным по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан. Ну, у него очень приятный интерфейс, рассчитан он больше всего на детей младших классов, это младшее школьное образование, очень хорошо, богато иллюстрирован, очень есть и аудиоматериалы, и видео, и словарик там есть. И реализуется он при поддержке, если не ошибаюсь, проекта «Татар мультфильм», поэтому контент очень богатый, но больше рассчитан все-таки на такую младшую детскую аудиторию. Вот. Давайте посмотрим вариант вот Алифба, он реализуется на платформе iOS. Тут уже как бы немножко побольше вариантов, да, он рассчитан на детей до 12 лет. И здесь собраны татарские слова с озвучкой, есть словарик. И достоинством этой системы является то, что он достаточно простой и понятный даже для детей вот, и младшего школьного возраста. Довольно приятные, разработана компания Theorius, это известный IT-вендор в Татарстане, они разрабатывают многие сайты, в общем, такая компания как бы с хорошей достаточно репутацией, поэтому вполне качество приложения и для начала тоже вполне годится для ознакомления. Я вот тут презентацию я потом выложу, и тут вот есть ссылка на приложение в Play Market, может быть, скачать его и ознакомиться поближе. Также есть словарик для iOS, считается одним из наиболее крупных, имеет наиболее полную базу слов, и также эта база обновляется, да, вместе с выходом новых версий приложения. Что есть хорошо, то что здесь есть озвучка татарских и русских слов. Словарь работает в обе стороны, и достаточно простой, удобный интерфейс. Ну, разве что могу сравнить с Lingua, да, но Lingua, как вы знаете, у него база словарей платная. Вот я тоже пользуюсь Lingua сам, но там приходится платить за это деньги. А этот проект, насколько я знаю, он бесплатный. Вот, не только для iOS. Это имейте в виду. Вот. И еще один проект, он реализуется на платформе Android. Это Алга, изучать татарский язык. Ну, это, скажем так, приложение для тех, кто решил самостоятельно начать изучать татарский язык, и в нем есть практически все, что для этого нужно, процесса. Это и татарский русский словарь, это и словарь пословиц, разговорник, есть механизм изучения с помощью игр и статистика, можно смотреть статистику. И что интересно, в этом приложении реализована возможность общения с другим пользовательским приложением. То есть некоторые такие элементы социальной сети, социализации здесь есть. В принципе, мне кажется, довольно увлекательный формат, подойдет для всех. Разработчик Tad Development, так что если у вас Android-система, то можете зайти и скачать приложение и попробовать в нем поработать и, так сказать, изучить татарский язык до хорошего уровня. Вот. Я бы, в принципе, с этой стороны упомянул бы еще несколько приложений, которые, к сожалению, сейчас уже пропали из магазина. Например, было очень хорошее приложение, богато иллюстрировано, Китап, Татар Китап. Но время очень долго продвигался, и там действительно была очень хорошая коллекция татарских сказок на татарском языке с озвучкой, очень, очень тоже богато иллюстрирован, но, к сожалению, я сейчас его не могу найти. Магазин приложений, возможно, проект сейчас вот уже не финансируется. Так что если у вас будет какая-то информация по приложениям для татарского языка, пишите, пожалуйста, в наш чат Союза, поделитесь с нами, и мы это потом информацию куда-нибудь все выложим, да, и все желающие смогут с этим познакомиться. Вот. Благодарю за внимание. В этот доклад мне пока все. Если какие-то вопросы, я сразу на них отвечу. Равиль, скажите, вы же тоже изучали татарский язык посредством IT-решения. Напомните, как называлось? Это что, был сайт, это приложение? Вот, очень так достаточно тепло тоже отзывались об этом ресурсе. Да, спасибо, что задали вопрос. Это моя любимая тема, татарский язык. Поскольку я сам татарский язык очень плохо знал, меня, к сожалению, не обучали в детстве.
И когда мне вот исполнилось 32 года, но я до этого очень хотел татарский язык выучить, появилась система, образовательная система «Она-Теле», реализуем по поддержке правительства Республики Татарстан. В общем, я зарегистрировался на платформе, это был 2014 год, и начал изучать татарский язык самостоятельно. И вот так вот мало-помалу за 4 года я достаточно хорошем уровне изучил татарский язык, его грамматику, и обогатил свой лексикон, и речь научился слушать, писать, говорить на татарском языке. И таким образом я вот выучил татарский язык. При этом, конечно, я очень много слушал и татарское телевидение, радио, и общался с татарами только на татарском языке. И мне помогло вот достаточно хорошо освоить любимый язык, и я теперь с удовольствием общаюсь и имею такое удовольствие общаться со своими соотечественниками. Вот. Но в 2018 году я вот как результат приехал, участвовал в молодежном татарском форуме в Казани и там презентовал свой проект татарского хакатона на татарском языке. Я думаю, что это достаточно нормальный результат моей работы за эти 4 года. Так что я активно пропагандирую этот ресурс, он бесплатный, без ограничений. Вы можете изучать татарский язык в любое время, 24 часа в сутки, в любом режиме, начиная с самого начального уровня и на самом сложном. У меня сейчас уровень 8, а всего их 9. Так что всем настоятельно рекомендую для самостоятельного дополнительного обучения. А так, конечно, есть курсы SkyTat, есть другие курсы, где можно с преподавателем получить образование и общаться, практиковаться. Так что эти два компонента, самостоятельно плюс курсы, очень помогают в развитии и изучению языка. Это так ценно, когда ты слышишь напрямую от человека, который изучал системно, планомерно на протяжении 4 лет, и потом еще доклад на татарском языке делал. Вот Аделия тоже написала, что в Казахстане тоже используют этот ресурс, и ну, это как такое тоже окно, вход в огромный татарский мир, да, татарского языка. Так что здорово, что мы об этом тоже поговорили. Давайте его тоже в доклад сюда внесем, потому что, как я полагаю, мы вашу презентацию выложим на сайт, и это будет определенным таким вот, ну, как бы кульминационной точкой всех вот этих приложений. Что приложение сегодня есть, завтра нет, да, по поводу финансирования, а этот ресурс, насколько я понимаю, он связан просто с доступом в интернет, верно? То есть, если есть, Да, заходишь на сайт, и там личный насколько, кабинет и алга. да, насколько я знаю, мобильной версии тоже сайты есть, и можно с телефона заходить и обучаться. И даже там есть групповые занятия, бесплатно проходят, там по определенным дням можно заниматься педагогом с интерактивной доской, тоже помогает освоению языка. А вот такой вопрос. Дело в том, что мы так, ну, как бы уже привыкли, и, в принципе, в целом это нам помогает объединяться, да, на онлайн-платформе. Но ведь глаза в глаза, вот этот момент передачи через процесс обучения, когда процесс обучения построен вот учитель и ученик вот в офлайн. Мы сегодня хотели как раз, чтобы с нами были преподаватели татарского языка, но они как раз-таки преподают наша, да, вот здесь, в Санкт-Петербурге, Альфия Апа. Она что-то успела сказать вам перед нашим сегодняшним вот эфиром, перед встречей, вот как она оценивает вот такой вот огромный пласт приложений, онлайн-сервисов по изучению татарского языка? Могут ли они быть исключительно самостоятельными, либо это все-таки как дополнение? Ну вот что-нибудь узнали по этому поводу? Ну, к сожалению, мы не смогли с ней пообщаться, но, скажем так, педагоги, у которых я обучался, они, конечно, все рекомендовали тоже заниматься много и самостоятельно, и много практиковаться, и читать книги, слушать мультимедиа. Так что в любом случае для закрепления языка, конечно, требуется большая практика, поскольку только так вот знания, они вот приходят в обиход и можно их использовать. Поэтому, конечно, для начала нам подойдут больше, наверное, языковые курсы очные с преподавателем, а потом уже может перейти к большему самостоятельному обучению. Вот. Я могу добавить как педагог, вот у нас в татаро-башкирской школе мы тоже этим порталом Она-Теле пользуемся, но как дополнительный источник, и дети занимаются по нему только когда педагог конкретно дает определенные задачи, заходим на портал, находим такой-то
материал, изучаем и потом по нему выполняем задание, только в таком случае, ну, то есть как дополнение. А напрямую, допустим, для детей и подростков с этого Анателе очень сложно просто изучить язык. Это Равиль Абыта у нас постарше человек, поэтому он серьезно к этому вопросу отнесся, а с детьми только если как в дополнение. Правильно, вот он сказал, очная работа, а затем его уже как заочно использовать портал. Да, соглашусь. И, Ну, конечно, вопрос мотивации очень важен. Когда есть ну хорошая что ж, мотивация, то изучать язык гораздо проще. Равиль Эфенди, благодарим за такой вдохновляющий, мотивирующий доклад. И все по полочкам, как обычно, все структурно нам представили. Аделия тоже благодарим за комментарий. Сейчас мы переходим в нашей конференции к следующему докладчику. И надеюсь, вы еще с нами, Римзелябы. Подождите, Мы как... Ага. Катифаган, давайте я еще расскажу про татарские библиотеки, то, что я хотел сказать. Там буквально минут 10 займу. Кстати, да, давайте, да. Это Да. основной доклад, который Возвращаемся я к вам. планировал. Давайте расскажу все-таки. Тему запросили рассказать по татарской библиотеке. Я попробую 10 минут уложиться. Значит, я потратил 2 дня своего времени, чтобы найти какие-то татарские интернет ресурсы, где можно было бы почитать, не знаю, скачать, заказать какие-то материалы, да, татар, на татарском языке, либо связанные с татарской культурой. К сожалению, вот нашел вот только такой список, и больше ничего такого достойного я не нашел, поскольку тоже был такой раньше богатый ресурс Kitab.net.ru сайт. К сожалению, год назад его не стало, он закрылся. И поэтому как бы черпать информацию бесплатно стало как бы особо некуда. Вот я вот нашел вот этих 7 сайтов, которые предоставляют татарскую литературу разных жанров, разных направлений. Пытаюсь об этом рассказать дальше. Вот, более подробно. Значит, самый крупный ресурс, конечно, это Национальная электронная библиотека Республики Татарстан, их сайт kitab.tatar.ru. Этот проект реализуется с 2010 года при поддержке правительства Татарстана, и на нем, в принципе, можно получить любую услугу библиотеки в достаточно короткие сроки. Сайт достаточно удобен, он хорошо разработан, качествен. Есть большой очень, есть электронный поиск, можно найти буквально любой материал из архивов библиотеки. Что-то можно скачать, что-то можно заказать прямо напрямую и забрать в библиотеки и почитать. Значит, давайте поподробнее о сервисах расскажу. Значит, есть электронный каталог, достаточно удобен поиск, где можно найти разнообразные материалы на иностранных языках, на татарском, на российском языке. Также можно заказать документ в любой библиотеке, которая подключена к системе. Это региональные и федеральные библиотеки. Также, точнее, республиканские. Также есть доступ к бесплатной коллекции электронных материалов. Как правило, это материалы, они такие либо старосоветские, либо революционные. Каких-то новых книг я там не нашел. Но я там искал, например, автор Телешова Рахима Халиловича. Там есть материалы, книги, но они только в печатном виде и, соответственно, только по абонементу доступны. Так их нельзя взять. И, конечно, есть справочная служба, где можно задать вопрос библиотеки и получить на них ответ. И есть также информация, каталог. Каждая библиотека, участница проекта может познакомиться с программой. Достаточно сайт информативный, есть хороший блок новостей. В общем, как отправная точка для поиска татарского какого-то материала, книги я рекомендую. Также вот приведу просто небольшую статистику по коллекции бесплатный материал. Просто чтобы вы понимали, какие примерно темы, да, есть в этой коллекции. Вот. Есть какие-то периодические издания, опять же, интерреволюционные. Есть там книжные памятники, печатные материалы, там уже оцифрованные. Они вот постоянно каждую неделю пополняют эту коллекцию оцифрованными версиями книг. Вот, так что можно зайти на сайт и их найти и скачать. Но, к сожалению, свежий материал я там не нашел. Вот. Ну вот старая коллекция, кто интересуется историей, татарской литературы, можно это ресурс воспользоваться, вам пригодится. Сейчас на данный момент около 11 тысяч материалов уже оцифровано. Вот. А второй по значению ресурс, который обозначил, это Таткнига. Это издательство, татарское издательство. Таткнига очень известная, авторитетная. Вот у них в интернете есть сайт Таткнига, который называют Татарский центр татарской литературы.
Значит, в этом сайте есть, он как работает как интернет-магазин. Также здесь есть, что интересно, бесплатная онлайн-библиотека, где можно книги скачать, почитать и послушать. Значит, здесь размещается литература, которая имеет отношение к татарской культуре, зависимо от ее жанра принадлежности, издательства, автора языка. То есть, в принципе, здесь достаточно богатая коллекция и классиков, и каких-то учебников, и детской литературы. В общем, на любой вкус можно найти или купить, почитать. Очень рекомендую. Сайт удобен, и, в принципе, никаких проблем с использованием его нету. Значит, помимо продажи электронных и печатных книг, также есть аудиокниги коллекции и библиотека бесплатно. Можно зайти, почитать, послушать. Очень актуально как бы в дороге или, не знаю, где-нибудь там за обедом послушать книги. Вот. Тут я вывел подборку жанров книг, которые есть на этом ресурсе, да, но просто перечислю, что здесь есть. Это детская литература, какие-то книжки, игрушки. Также есть богатый справочник по кровеческой литературе, есть по музыке книги, есть научпоп, есть справочная литература, есть материалы, книги на русском татарском языке для школ, для школьного образования. Также есть федеральные учебники, переводные, и также богатая коллекция по поэзии, просьб библиотекарских татарских авторов. Так что на любой вкус можно найти здесь книгу. Ресурс книга. Также, что бы я еще отметил, это есть на популярном платформе Laditress есть раздел татарская литература. Я, кстати, им тоже сейчас активно пользуюсь, читаю там татарских классиков. Здесь так же, как и на татаркниге, есть электронные, бумажные и аудиокниги на русско-татарских языках. И что интересно, здесь можно читать книги не покупая, а просто покупая абонемент и читать по абонементу любых авторов, что, мне кажется, достаточно удобно и недорого. Но сам я лично сейчас вот читаю произведения, рассказы Эмирхана Яники, так что сам пользуюсь приложением, мне нравится, но очень удобное. Там можно и копировать какие-то фрагменты, можно и аудиокниги слушать. Так что рекомендую для использования. Вот. Но, к сожалению, тут книги приходится покупать. Но часто бывают какие-то акции, скидки. Также особо отмечу, в интернете есть очень богатый электронной библиотеки ресурс татарского богословского наследия Дарул Кутуб. Довольно известный сайт на самом деле. Вот их ссылка, вот примерно так выглядит главная страница с поиском. Значит, что здесь отмечу? Здесь тексты в основном дореволюционные, поскольку богословие татарское было основано на арабице. Поэтому, если вы знаете арабицу, то для вас будет полезен. Но это сам архивы дореволюционные. Все цифровано, хорошо, в каком качестве, коллекция приличная, и она постоянно пополняется. Значит, цель проекта является сохранение богатейшего татарского богословского наследия, также обеспечение мусульман доступными авторитетными источниками ханафитского масхаба, а также формирование правильных представлений об исламе. Так что если богословие – это ваша тема, то активно рекомендую данный ресурс. Он вам должен понравиться. Есть также вот этот ресурс ebook.tar. Он, конечно, очень небольшой, скромный, там не так много материалов, но что мне понравилось, эти материалы, они очень красиво оформленные, они современные, качественный материал, качественный язык. И просто мне настолько понравился этот ресурс, что думаю, надо о нем рассказать все-таки. Вот если будет вариант, зайдите, там буквально, не знаю, подборка на 15 книг и 15 на татарском, на русском языках. Просто посмотрите, загляните, как это красиво, хорошо сделано, как там качественная вот эта верстка сделана, богатая иллюстрация, графика, шрифты. Вот прям, просто очень, я думаю, очень понравится детям, которые ищут хорошие учебники и учебные пособия. Так что в качестве образовательного ресурса я для детей, не только детей старшего возраста, я бы рекомендовал этот ресурс. ebook.tar называется. Также давно действует ресурс татарская виртуальная гимназия. Значит, он был создан для того, чтобы на нем размещать учебники, словари и тесты на татарском языке. Это учебное пособие для учащихся в татарских школах, либо в школах, где изучают татарский язык. Но, к сожалению, в 2010 году проект был закрыт, и все материалы просто были заморожены, их можно читать, их скачивать и самостоятельно изучать. Вот. Достаточно богатая коллекция учебников, пособий для учеников с 1 по 11 класс.
Так что можете найти даже там учебники там, не знаю, по химии, по физике, математике, татарском языке. Там это все есть. Есть тесты, словари, в общем, все, что нужно для обучения в татарской школе. Данный ресурс вам пригодится. Вот. И последний сайт, который расскажу, приложение, точнее, сайт, да, это Бала.рф, детская мультимедийная библиотека. Это ресурс для детей, рассчитан для детей младшего школьного возраста. Очень красиво тоже иллюстрирован, в интерактивной форме сделан, там видео, как бы интерактивно, там озвучка есть, все есть. Очень красиво, в мультимедийной звуковой форме. Так что для детей, я думаю, что с родителями и даже самостоятельно можно изучать вполне. Вот. Balai.rf.ru. Balai.rf. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас вопросы, могу на них ответить. Либо мы переходим в следующий блок. Равиль Эфенди, да, благодарим. Да, колоссальная работа, на самом деле, проделанная, и очень интересно. Вот так все это тоже по сегментам разложили. Итак, те вопросы, которые прозвучат, возможно, они будут уже в рамках дискуссии. А мы сейчас надеемся, что с нами Римзиль Абыевалиев, татарские онлайн-газеты. Скажите, пожалуйста, вы на связи? Римзиль Салихович, вы как? Только скажу. Ага, очень здорово, что вы еще с нами, да, рады вас слышать. Перед началом я сделал реплику, что, возможно, я не дождусь до конца. Все-таки дослушал, дождался, но о татарских интернет-изданиях, наверное, в другой раз мы сделаем, поскольку сегодня уже первый доклад был по поводу заимствования, второй, там, на родной язык, ну, достаточно этих двух поворотов уже на один раз, потому что это слишком глобальная тема. Можно только пожелать, чтобы интернет-издания и печатные издания как-то дальше развивались адекватно своей миссии, и они есть. У каждого татарского издания сейчас интернет-издание. Делать только за пользователями и читателями. Именно это надо бы обсудить, особенно с участием потенциальных пользователей и читателей из регионов. Поэтому эту тему я, если можно, если хотите, отдельный какой-то доклад сделаю в другом круглом столе аналогичном. Но вот сейчас затрагивать не будем. По докладу Фарита Гараева я не стал задавать, но сколько татаризмов в русском языке? Есть версия, что там 10, 20%, 30%. Некоторые не по процентах, а по количеству слов. Считается, что 500 знаменитых фамилий даже есть, поэтому хотелось бы дальше развиваться и узнавать больше, какой же вклад татарского народа в развитие русского языка, в обогащение и культуры. И этот вопрос надо сейчас конкретизировать, больше изучать. Еще один нюанс есть. Почему-то не спросили. Вот мы говорили татаризмом, Фарид говорил про тюркизм. Тюркские заимствования – это общетюркские. Есть общетюркский язык был раньше. Татарский иногда таким и называют, а когда отдельным языком азербайджанский, казахский, узбекский, кыргызский не были в таком виде. Поэтому где отличается татаризм, тюркизм, а ведь еще есть через татарский язык вошел русский язык персизмы, персидские слова и арабизмы обязательно. Их так много, что не все слависты даже знают, сколько слов, сколько богатств, сколько нюансов в русском языке современном. Поэтому получается, что мы только начали этот разговор. Что касается последующего выступления Адели Тухватовой и Равиля Закирова, конечно, у меня только одно пожелание. И Конгрессу татар, чтобы в каждом регионе был человек, как вот Аделия, как в Казахстане, которая приложение внедряла, занималась со своими земляками, и как Равиль Закиров и соратники Питер-татар. Хотелось бы, чтобы в каждом населенном пункте, крупном городе, регионе были такие просветительские центры и такие фанаты этого дела. И чтобы их надо было больше, их надо изучать, награждать, прославлять, чтобы в следующих наших кругах было не только как 11, как сейчас 11 человек, а десятки тысяч.
дождусь я этого или нет, но надо стараться нам распространять опыт этих людей, идеи этих людей. Спасибо вам большое всем. Резим Эфенди, тоже благодарим, что вы с нами и сейчас были, и такой сделали небольшой экскурс, выводы. Прислушаемся, конечно же, в ваш доклад отдельно. Будем рады прослушать, узнать на другом из наших мероприятий, обсудим. Итак, с нами только что был Ремзиль Сарихович Валеев, главный редактор интернет-студии «Доня» Всемирного конгресса татар, заслуженный работник культуры Республики Татарстан.